Заново. Добрый день, уважаемые участники нашего мероприятия. Мы начинаем нашу встречу о целевом приеме. Меня зовут Саранова Галина Александровна. Я секретарь приемной комиссии Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы. Итак, презентация. Что такое целевое обучение? Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом обучении. Заключается этот договор между гражданином, то есть будущим нашим абитуриентом, поступающим на обучение по образовательной программе высшего образования, и, с другой стороны, федеральным государственным органом власти субъекта, или органом местного самоуправления, или юридическим лицом. В дальнейшем мы будем говорить, что это вторая сторона — заказчик или бюджетная организация. Договор о целевом обучении подается вместе со всеми документами, необходимыми для поступления в ВУЗ. При подаче документов через госуслуги не забывайте предоставить специальную отметочку о целевом обучении и прикрепить скан договора о целевом обучении. Не листается презентация. Прием документов в ВУЗ начинается с 20 июня. С 2023 года ограничены сроки приема документов на бюджет для всех форм обучения. Эти даты распространяются на все формы обучения, включая очную, очно-заочную и заочную. В этом году мы завершаем прием документов на бюджет на все формы обучения, повторяюсь, до 25 июля. Это для тех, кто поступает только по ЕГЭ. И 20 июля для тех, кто поступает на творческие или профессионально направленные специальности и, имея результат ЕГЭ, еще сдают вступительные испытания в нашем вузе. На слайде вы видите эти даты, отмечены для вас, для целевиков, кружочками красным цветом. Прием оригиналов, аттестатов или дипломов колледжей будет заканчиваться строго в 12 часов по московскому времени для целевиков 28 июля. Не забудьте предоставить эти оригиналы вовремя. Причем это правило действует как для личной подачи документов, так и для подачи через портал госуслуг. А зачисление будет производиться в два этапа. Целевики зачисляются на первом приоритетном этапе, и приказ о зачислении будет 30 июля. А 9 августа зачисляется общий набор. Имейте в виду, что среди целевиков тоже есть конкурс, и в случае непоступления по целевой квоте абитуриент может участвовать в общем конкурсе. Однако преимущества целевого обучения очевидны. Это ведь прежде всего отдельный конкурс, стабильное место прохождения практики, меры поддержки от работодателя и гарантированное трудоустройство. Поступающие по договору о целевом обучении претендуют на специально выделенные бюджетные места. Платить здесь ни за что не нужно. Это от 10 до 30% на каждое направление подготовки. Конкретное количество мест для целевой квоты будет определено 1 июня, и вы увидите это на сайте приемной комиссии. Что же нужно сделать, чтобы получить целевую квоту? Найти в первую очередь заказчика целевого обучения. Им может быть любая бюджетная организация. В системе образования это может быть детский сад, который хочет подготовить воспитателя, школа, где есть потребность в учителях, или отдел образования района или города. Далее вы скачиваете на нашем сайте типовой договор о целевом обучении и заполняете согласно образцу, там же берете на сайте и строго по образцу заполняете договор о целевом обучении по программе высшего образования. Дальше заключаете договор с заказчиком
и подаете документы в ВУЗ на то направление, где выделена квота целевого приема с предоставлением договора о целевом обучении. Обратите внимание, что в договоре обязательно должны быть прописаны обязательства как заказчика, так и гражданина. Со стороны заказчика это, соответственно, меры материальной поддержки и трудоустройство гражданина после обучения. А гражданин обязан освоить образовательную программу, то есть обучиться в ВУЗе на том направлении, которое указано в целевом договоре, и осуществить в течение 3 лет трудовую деятельность у того работодателя, который указан у вас в договоре. За неисполнение обязательств по договору стороны несут ответственность как друг перед другом, так и перед ВУЗом. Здесь правило простое: кто виноват, тот и несет ответственность. Заказчик не трудоустроил гражданина, выплачивает ему компенсацию в сумме, равной 3-кратной величине среднемесячной заработной платы по Республике Башкортостан. Гражданин не обучился, либо не трудоустроился к указанному работодателю, в полном объеме возмещает заказчику расходы, связанные с предоставлением мер поддержки. Ну и виновная сторона также выплачивает ВУЗу штраф в размере расходов на обучение гражданина по федеральному стандарту, по федеральным нормативам. На нашем сайте, вы можете посмотреть всю информацию о целевом обучении. Для этого открываете вкладочку «Абитуриент» на слайде, вы видите, выделено желтым цветом. Далее открываете вкладку «Целевое обучение». Здесь вы найдете всю нормативную документацию по целевому обучению, в том числе типовой договор и образец его заполнения. Также на вкладке «Целевое обучение» в отдельном документе, обратите, пожалуйста, на него внимание, вы увидите перечень направлений подготовки и вступительных испытаний. Для чего он вам нужен? Для заполнения договора, потому что там прописаны коды, официальные наименования направлений подготовки и их профили. Для того, чтобы скачать и открыть как типовую форму, так и образец договора, можете воспользоваться представленными QR-кодами. А теперь на примере рассмотрим вариант заполнения договора о целевом обучении. Как видите на слайде, в договоре необходимо указать в первую очередь уровень образования. В данном случае мы ведем речь о нашем ВУЗе, значит пишем высшего образования. Проставляем место, дату и номер договора, это обязательные реквизиты. Далее прописываем полное, официальное, еще раз подчеркиваю, официальное, чтобы правильно было написано, наименование заказчика целевого обучения. Как мы помним, это бюджетная организация. Далее указываем также официальное наименование организации, в которую гражданин будет трудоустроен. Это ваш будущий работодатель. Здесь имейте в виду, что заказчик и работодатель может быть одна и та же организация, как указано в нашем образце, а может быть и разные. Соответственно, допустим, это может быть администрация заказчик, а работодателем выступит школа на территории этого района. Далее, в разделе 1 указываем также, что это программа высшего образования, что гражданин вправе поступать именно по целевой квоте и что заказчик обязан предоставить гражданину меры поддержки. Во втором разделе указываем, что это место именно в пределах целевой квоты и аккредитация образовательной программы обязательна. Также прописываем четко по перечню код и наименование направления подготовки, его профиль, как это, еще раз повторюсь, указано в перечне, который вы найдете на нашем сайте в той же вкладочке «Целевое обучение», о которой я говорила ранее. Прописываете это направление, но направление прописывайте свое, а не переписывайте его из образца. Именно туда, куда поступаете.
Также указываете полное наименование вуза. В данном случае наше наименование нашего вуза указано в образце правильно, можете отсюда и брать. Далее по тексту договора вы повторяете код и наименование направления подготовки и профиль, добавляете форму обучения, еще раз указываете наименование вуза, как в предыдущий пунктом раздела 2. В 3 разделе вписываем место трудоустройства гражданина после обучения, полное наименование работодателя, характер его деятельности, ну, соответственно, если это школа, образовательная деятельность, и будущую должность гражданина при трудоустройстве. Далее указываем адрес трудоустройства, то есть адрес работодателя, и соответственно, пишем наименование округа, у нас Приволжский федеральный округ и субъект Республика Башкортостан. Здесь можете взять все из образца. Далее, вид экономической деятельности работодателя уточняете обязательно в бухгалтерии работодателя. Есть специальный документ по этим акведам. Выдумывать ничего не надо. Уточняете и прописываете в договоре. Обязательно пропишите условия оплаты труда. Если конкретную сумму указать затрудняетесь, то можно написать, что трудоустройство с установлением заработной платы не менее МРОД, как указано в образце. Ну, соответственно, 5 пункт заполняем по образцу. Раздел 4. Обязательно прописываем меры поддержки со стороны заказчика. Без этого договор недействителен. Что это может быть? Какие виды мер поддержки? Это стипендии, допустим, от района, оплата питания, может быть, во время практики или еще когда-то, проезда к месту проведения практики или жительства, проживания, дополнительного обучения, не связанного с высшим образованием. Допустим, это какие-то курсы, либо обеспечение канцелярскими принадлежностями. Но все эти меры должны иметь стоимость, так как обратная сторона этих мер – это возмещение их стоимости заказчику при нарушении гражданином своих обязательств по договору. В разделе 6 указываются меры поддержки со стороны уже работодателя. Это те же виды поддержки, которые я говорила, стипендии, оплаты и так далее, как и у заказчика. И если в договоре заказчик и работодатель одна и та же организация, то, соответственно, меры поддержки повторяются из раздела 4. Если это разные организации, то прописываем то, что предоставляет отдельно заказчик, отдельно работодатель. В разделе 9 указываем обязательно дату вступления договора в силу. Обычно это дата заключения договора. Срок расторжения договора при непоступлении гражданина на обучение. Как я говорила, что у целиков тоже есть конкурс. И обязательно прописываем, что этот договор невозможно расторгнуть, так как поступаете вы на целевое обучение именно по квоте. Этот договор не расторгается. Далее, реквизиты заполняем полностью с официальным наименованием. Опять же, если заказчик и работодатель у вас совпадают, то, соответственно, заполняем одни и те же реквизиты дважды. Как вы видите на слайде, сверху заказчик, ниже работодатель. Просто повторяете реквизиты, если это одна организация. Если разные, соответственно, реквизиты каждой из них. Далее, какие ошибки вы допускаете при заключении договора на целевое обучение? Первое. Заполняете неверную форму договора. Видимо, скачиваете на просторах интернета. Нужно использовать только типовую форму договора. Повторюсь, она у нас есть на сайте, в разделе «Абитуриенту» на вкладке «Целевое обучение», либо в презентации по QR-коду. Скачивайте образец и заполняете строго по образцу. Второе. Неверное наименование специальностей. Опять же повторюсь,
перечень направлений подготовки с кодами, с профилями вы можете также уточнить на нашем сайте, посмотрев этот документ и заполнив договор строго по перечню. Третье. Не указывайте меры поддержки. Повторюсь, договор без мер поддержки недействителен. Укажите хотя бы минимальное выделение канцелярии, допустим, 500 рублей в год. Четвертое. Договор должен иметь реквизиты регистрации, то есть дату, номер проставляет заказчик. Пятое. Прежде чем оформить договор, проверьте, пожалуйста, преодолел ли гражданин минимальный порог по ЕГЭ. Минимальные баллы тоже можно посмотреть на нашем сайте. И вообще, те ли предметы он сдал для поступления на определенную специальность. Также перечень предметов вы можете уточнить в перечень вступительных испытаний, которые необходимы для поступления на определенное направление подготовки на сайте нашей приемной комиссии. Наши контакты вы видите на слайде. Пишите, задавайте вопросы. Не забывайте, что целевое обучение – это реальный шанс бюджетного обучения с рядом преимуществ. И повторюсь, если есть малейшие сомнения в заполнении договора о целевом обучении, лучше предварительно позвонить в приемную комиссию, номер вы видите на экране, и уточнить, чем потом летом переподписывать уже готовый документ. А теперь перейдем к вопросам, которые у вас возникли. Посмотрим в чате, что-то есть у нас. Так, я не вижу. Когда, в какие... Так, здравствуйте. Так, подскажите, пожалуйста, когда и в какие сроки, до какого числа заключается целевой договор? Спасибо. Целевой договор вы можете заключить до момента окончания предоставления документов, то есть до 25 июля, если вы сдаете, поступаете только по ЕГЭ, и до 20 июля, если вы сдаете еще какие-либо вступительные испытания на базе вуза. Какие проходные баллы? Проходные баллы у нас год от года разные, поэтому ориентироваться даже на прошлогодние баллы это не имеет смысла. Лучше просто готовиться к ЕГЭ. Так, до какого срока следует подать заявление на целевое обучение? И какое количество целевых мест предоставляет университет? Заявление на целевое обучение нет такой формы. Еще раз повторюсь, для того, чтобы заключить договор о целевом обучении, вы находите заказчика, то есть где вы вообще собираетесь работать и от кого получаете. То есть если это администрация района, школа, садик, то есть предоставляют вам нужные вам специалисты, идете к ним, договариваетесь, далее скачиваете договор, заполняете его и приносите нам уже готовый договор. А количество мест целевых, конкретное количество, будет опубликовано на сайте вуза 1 июня. Так, какие изменения срока отработки, например, до года? Нет, до года отработать нужно не менее 3 лет. Вступительные испытания тоже, так, вступительные испытания тоже по конкурсу получается. Так, если вы поступаете на направления творческие или профессионально направленные, вы сдаете, кроме баллов ЕГЭ, также вступительные испытания на базе университета и участвуете в конкурсе именно на целевую квоту. Это отдельный конкурс, не общий конкурс. Так, кем можно работать? Только педагогом. На кого вы учитесь, тем и будете работать. То есть в вашем договоре будет прописано конкретное направление подготовки, профиль и, соответственно, будущая ваша должность. До какого срока привести договор? Так, повторяюсь, до момента
завершения приема документов. То есть общий срок это до 25 июля для тех, кто сдает экзамены на базе университета по творческим и профессионально направленным специальностям до 20 июля. Так, здравствуйте, а можно по целевому обучиться на учителя химии, биологии у вас? Так, целевое обучение сейчас мы уточним. Так, биология, химия, вообще бюджет есть? Так, где есть бюджетные места, то есть выделены контрольные цифры приема, вы уже сейчас можете посмотреть на нашем сайте. Там есть целевые места от 10 до 30%. Конкретное количество целевых мест будет известно, повторюсь, 1 июня. С какого момента можно заключить договор? Ну, поскольку у вас не сданы еще ЕГЭ, предварительно вы уже можете найти заказчика, а окончательно вы можете заключить договор после того, как вы сдадите свои экзамены и убедитесь, что вы преодолели минимальный порог. Так, школа делает заявку, а с родителями нужно потом подписать договор. Так, не совсем поняла, но про родителей могу уточнить. Если у нас абитуриент несовершеннолетний, то помимо договора о целевом обучении от родителей нужно согласие. Это неотъемлемая часть договора. Она пишется в простой письменной форме. Так, у поступающих студенток будет стипендия. Но если вы поступаете на бюджет, естественно, у вас будет стипендия. Это бюджетное место. Целевое – это бюджетное место. Платить не надо. А раз бюджет, значит и стипендия академическая. Ну, естественно, до первой сессии, а потом в зависимости от вашей успеваемости. На 4-5 учитесь, дальше получаете стипендию. Так, можно ли получить 2 целевых направления, если поступаешь в 2 разных вуза? Зависит от вашего заказчика. Если он вам даст 2 целевых, пожалуйста, берите 2 целевых. Так. После обучения на правоохранительной деятельности можно работать юристом. Если у вас в договоре будет прописано, что вы будете работать юристом, значит, вы будете им работать. Предполагаемая должность прописывается в договоре о целевом обучении. Так, личный кабинет, который был ранее создан БГПУ, остается, создается новый. Новая приемная комиссия, то есть новая приемная кампания начнется для вас 20 июня. Соответственно, заходите на сайт приемной комиссии и заново открываете личный кабинет. Так, кто платит за целевое обучение? Никто не платит. Это бюджетное место, выделенное федеральным бюджетом. Так, если я смогу поступить в другой вуз, смогу я отказаться от целевого? Вы можете отказаться от целевого до момента зачисления. Можно ли в 2 конкурсах участвовать и по целевому, и по обычному? Пожалуйста, вы можете подавать заявление на 5 направлений. Участвуйте, поступайте, куда вам нравится. 5 вузов на 5 направлений. Все. Так, ну на этом вопросы все. Дорогие участники нашего мероприятия, если у вас остались вопросы, если вы не смогли их задать сейчас, пожалуйста, контакты есть, презентация будет выложена, запись нашей встречи тоже будет выложена. Пожалуйста, пользуйтесь, звоните нам в приемную комиссию, не стесняйтесь. Все вопросы лучше разъяснить до поступления, чем у вас потом, повторюсь, будет неверно оформленный договор, и вам нужно будет его во время летней сдачи экзаменов все это переподписывать и переоформлять. Так, еще, да, есть вопрос. Если студент по окончании вуза захочет продолжить учиться в магистратуре, как быть с отработкой? В этом случае, если вы на магистратуру заключите новый целевой договор, то тот целевой предыдущий договор у вас
остается неисполненным, а исполняться будет к исполнению последующий. Понятно, да? Если вы продолжаете свое обучение на высшем уровне, опять же, в рамках целевого обучения, то, соответственно, у вас предыдущий договор не исполняется. Как быть с договором, если не прошел по баллам на целевое? Если вы не поступаете, в случае непоступления договор расторгается. Участвуете в общем конкурсе. Какие льготы у детей-сирот? Ну, по целевому, в рамках целевого обучения у детей-сирот такие же преимущества, как у всех остальных. У вас есть особая квота, которой вы пользуетесь. Так, по целевому конкуренция только среди других целевиков или еще с какими-то бюджетниками? Среди целевиков конкурс только среди целевиков. Поэтому они зачисляются в первую волну. И если не проходите, то уже идете по общему конкурсу, если есть желание. Есть ли льгота для детей из многодетных семей? В отношении целевого приема здесь никаких льгот. Здесь только целевой договор и его условия. Так, помимо результатов ЕГЭ и целевое направление, будет ли какое-то собеседование при поступлении на факультет психологии? Нет, никакого собеседования не будет, только результаты ЕГЭ. А если не уверен в выбранном направлении, то какую специальность писать в договоре целевого обучения? Ну, в договоре нужно писать именно то, в чем вы уверены, потому что это, что написано на бумаге, как говорится, не вырубишь топором. Тем более этот договор в случае вашего поступления расторжению не подлежит. Можно ли будет у вас стать врачом, сдав биологию, русский, математика? К сожалению, мы врачей не готовим, у нас классическая биология. Сколько мест на целевое обучение? Еще раз повторюсь, конкретное количество мест на целевое обучение будет известно 1 июня. Сейчас вы можете ориентироваться только в процентах, посмотрев на нашем сайте документ о количестве мест, выделенных в рамках контрольных цифр приема, и отсчитав от них от 10 до 30%. На педагогические направления везде 30%. Остальные в предел не меньше 10%. Так, в договоре будут указаны баллы при поступлении. В договоре баллы при поступлении не пишутся. Ваши баллы – это ваше ЕГЭ. На учителя математики есть еще входные экзамены, кроме ЕГЭ. Нет, только ЕГЭ. Будут ли вступительные экзамены на правоохранительную деятельность? На правоохранительную деятельность вы поступаете по результатам ЕГЭ. Когда нужно взять целевое направление и что для этого нужно? Целевое направление вам нужно взять, пока работает приемная комиссия. Приемная комиссия работает у вас с 20 июня и до 25 июля. Пожалуйста, уложитесь в эти сроки. А вообще, как только сдадите ЕГЭ, так и идете, оформляете договор. То есть свои баллы знаете, минимальный порог преодолели, сдали именно те ЕГЭ, которые нужно для поступления по данному направлению, соответственно, можете претендовать на заключение целевого договора. Будут ли вступительные экзамены на специальность с иностранными языками? Нет, только ЕГЭ. После СПО. После СПО. Экзамен. После СПО только будут экзамены, а для школьников только ЕГЭ. Куда будет выложено? Будет выложено на сайте на нашем. Посмотрите. Еще? Все? Так, ну, больше вопросов у нас нет. Благодарю всех за участие. Еще раз повторюсь, если остались какие-то вопросы, звоните. У вас данные наши есть.
Еще раз пересмотрите презентацию, пересмотрите запись. Может быть, и вопросы ваши разрешатся, потому что когда смотришь или слушаешь что-то в первый раз, не усваивается. Пересмотрите, осознаете, будут вопросы, звоните. Будем рады помочь.